Здравствуйте, Аида Енишбековна. Здравствуйте. В прямом эфире. Вот скажите, сегодня, вот сейчас 8 часов, процесс только что сейчас закончился. Я так понял, под давлением того, что у защитника очень большой объем. Как вы думаете, почему это продолжается? Ну, потому что изначально известно, что это процесс политический, это непростой процесс. Я вообще, вот сколько уже достаточно долго являюсь юристом, но я не слышала, чтобы когда-либо процессы не прерывались из-за надобности кормления ребенка, например. Ну, это вообще нонсенс. Адвокат долго упрашивала судью для того, чтобы она дала ей время покормить ребенка. После вот настояний таких долгих, она разрешила, и то дала 40 минут на это. Это адвокат, у нее же не рядом ребенок, ей же надо съездить, покормить, вернуться. И вот на это она дала 40 минут. Ну, я считаю, это вообще уже просто кульминация вот такой неприкрытой политической мотивированности и такой бесчеловечности. Судья даже не скрывает того, что нарушает закон. Она нарушает закон ежечасно, ежедневно и абсолютно этого не стесняется. Вот, видимо, дожили до таких дней. Аида Енишбековна, вот сейчас уже вы можете назвать заказчика вашего дела? Назвать фамилию или имя? Почему вот судья себя ведет? В чем ее заинтересованность? Заказчики, ну, я думаю, я могу назвать официальный, наверное, и заказчик, и исполнитель, ну, разумеется, во-первых, это Жолдубаева, потому что она возбуждала уголовное дело, и при возбуждении уже уголовного дела она фальсифицировала данные, потому что даже не было на руках данных, она уже ссылалась на то, чего нету. И только через 2 дня отправила запрос о том, Елисеев, он использовала свою лицензию для ведения трудовой деятельности для проживания в Латвии только через 2 дня, то есть возбудив уголовное дело. Поэтому она и исполнитель, она почему и заказчик, думаю, потому что очень много у нас информации о том, что она сама контролирует этот процесс, чуть ли не в онлайн-режиме, то есть сама отслеживает этот процесс, это ясно. Ну и до этого я неоднократно говорила о том, что даже тоже не скрывая на пресс-конференциях, дело еще не возбуждено, еще не предъявлено обвинение было, но уже Алмазбек Атамбаев, экс-президент, он уже говорил о нарушениях в деле Елисеева. То есть, не обладая никакими процессуальными документами, он уже говорил, я считала и давно об этом говорил, что это была прямая установка для правоохранительных органов. Биринчиден баягы замена болуп судья кирип келгенде мен тааныган жокмун да, бул кайсы судья кирип келди деп, ошондо өмүрүмдө биринчи жолу көрүшүм болду бул судьяны. Мурун балким интернетте же телевизор балким бир жактан көрүп, бирок маани бербептирмин. А бул жакка кирип келгенде мен жанымдагы адвокаттан сурадым, бул ким десем, бул Воронцова деди да. Ошон үчүн бир жеке мамиле эч качан болгон эмес буга чейин. Мен ойлойм, мага жеке деле андай таарынычы жок болуш керек. Бул өтө ушундай бир аракет менен аткарылып аткан эле саясий заказ деп ойлойм. Ушундай абдан так андан ашып түшүп атат деп ойлойм да. Ал аткар деп заказ бергенден дагы ашып түшүп атат. Мен үчүн дагы бул түшүнүксүз, эгерде жеке мамиле болбогондон кийин эмне анча жанталашып ушундай жандалбастап атканы мага дагы түшүнүксүз. Аида Енишбековна, вы сейчас упомянули фамилию экс-президента. Значит ли это, что вы подозреваете, что за заказом вашего дела стоит и он тоже? Вы знаете, для того, чтобы на 100% утвердительно так говорить, у меня должны быть факты. Мы же всех обвиняем, следователя, прокурора, в том, что у них нет фактов, но они основали вот это уголовное дело против меня на предположениях. Да? Поэтому я не буду, конечно, опускаться, я никогда не опускалась до уровня предположений, но я могу лишь сказать то, что я сказала, что официальные пресс-конференции были, официальные заявления Атамбаева были, и на этих пресс-конференциях он
он давал до возбуждения уголовного дела в отношении меня конкретно, до предъявления обвинения, он уже обвинял меня и давал прямые установки правоохранительным органам. Поэтому говорить о том, что я точно знаю, что он является заказчиком, мне... Ну, я думаю, наверное, рано или поздно эти факты, конечно, появятся, но вопрос в том, что сегодня у меня нет их. Но я могу предполагать, основываясь на его же высказываниях. Могу так предполагать. Ну и нельзя сказать, что это, видимо, наверное, вот эти слова его, они были, наверное, с большим удовольствием приняты к исполнению. И до сих пор исполняется этот политический заказ уже ушедшего президента. Спасибо.